Мы попали в самое настоящее грибное царство. Мы просто создаем осень. Прямо с грядки его можно пробовать. Перепечи, грибной суп и даже жульен. Эти блюда можно приготовить из наших удмуртских шампиньонов. А чтобы узнать, как выращивают грибы, мы отправились на завод в Якшурбодинском районе Удмуртии. Чтобы зайти на ферму выращивания, нужно обмундироваться. Обязательно халат, шапочка и, конечно же, перчатки, если мы будем собирать грибы. Весь цикл – это несколько этапов. Для каждого своя камера. Здесь идет зарастание компоста. В дальнейшем мы выровняем грядку всю, сделаем ее единую и нанесем покровный слой, в котором уже будут формироваться как раз-таки грибы, плодовые тела. На самом компосте гриб никогда не вырастет, он не сформируется, ему не в чем. Сейчас вы слышите, работает форсунка увлажнения. Она как раз-таки создает здесь влажность, туман. Мы не используем никаких ускорителей роста, еще чего-то. Мы просто создаем осень. Управлять работой всей системы можно с помощью программы на смартфоне. Ее разработал инженер завода. Вот наверняка же есть понятие, как идеальный гриб. Вот каким он должен быть? На самом деле такое понятие действительно есть, по крайней мере в мировой практике, но очень сильно колеблется от региона к региону. Например, в мировой практике идеальный гриб считается размером 4 сантиметра в диаметре. Когда гриб встает в рост, он начинает расти 1 мм в час в диаметре шляпки. Поэтому за сутки он вырастает практически на 2,5 сантиметра. Не зря же говорят, как грибы после дождя. И через месяц идеальные грибы уже можно собирать. Гриб срезать не нужно, его правильно выкрутить, чтобы забрать корень с собой. Это нужно, чтобы на его месте вырос новый шампиньончик. После охлаждения и фасовки шампиньоны отправляются в магазины Удмуртии, а если год выдался урожайным, то и в соседние регионы.